20 минут хватило чеченским правоохранителям, чтобы ликвидировать бандитов с опытом сирийской подготовки. Минимум раненых среди силовиков, жертв среди мирного населения нет. Спецоперация, проведенная в многоквартирном доме Грозного 8 октября, показала, что знания, полученные террористами в ходе тренировок по захвату правительственных зданий и организации обороны особо важных объектов, бессильны, когда в ход идут бойцы спецподразделений из Чечни. Журналист Первого канала интересуется главой региона, как удалось ликвидировать бандитов и близкого государства. Рамзан Кадыров рассказывает, что большой опыт противодействия экстремизму, накопленный в регионе, и оперативная работа дали свои результаты. В регионе знали, что выходцы из Чечни, прошедшие подготовку в лагеря боевиков в Сирии, готовят теракты. Их задержание отсрочили только из-за больших праздников столицы. Настроение гостей и горожан ничего не должно было омрачить. Они думают, что они что-то могут. На самом деле ребята быстро провели операцию, уничтожили, забрали очень много тротила, мины, селитр, автоматы, пистолет, все что угодно. Там уничтожили троих. Мне исполняющий обязанности министра доложил Алдинов, что задержан еще один, и еще одного задержат сейчас. И считаю, что полностью та группа, которая была отправлена на территорию Чеченской Республики, уничтожена и задержана. Мелкие вылазки бандитов глава Чечни называет попыткой запугивания россиян. Таким образом, террористы и близкого государства хотят навязать населению мысль о том, что проблемы Сирии касаются исключительно этой страны. В то время как ситуация на Ближнем Востоке показывает, что только совместными усилиями можно противодействовать экстремистам. В непростой ситуации Россия возглавила эту борьбу, отметил Кадыров. Владимир Путин принял верное решение о необходимости нанесения точечных ударов с воздуха по позициям террористов, что позволит избежать больших жертв. Однако свою помощь главе государства должны оказать и чиновники на местах, убежден глава региона. Действительно, опасность есть. Мы должны, в первую очередь, население Российской Федерации, главы субъектов, спецслужб, совместно, сообща, делать все для того, чтобы не было возможности у нас на территории Российской Федерации даже передвигаться, даже дышать. Журналисты Первого канала интересовал и опыт борьбы Чеченской Республики с экстремизмом. Глава региона заявил, что идеологию, направленную на уничтожение невинных людей, в республике не поддерживают. Впрочем, для борьбы с малейшими проявлениями терроризма в Чечне действует бесплатный и проверенный временем институт. Чтобы не допустить ухода молодых людей в ряды близкого государства, богословы работают круглые сутки. Люди с высшим исламским образованием читают проповеди, разъясняя, что же это за священная война, в которой оружие поднимают против невинных женщин, детей и стариков. К этой работе подключились и главы районов, представители молодежных и общественных организаций, депутаты. И эта работа дает результаты. Из 3000 россиян, примкнувших к бандитам, меньше всего выходцев из Чечни. Те, кто уехали туда, они большинство все уничтожены. Этому способствовали и мы тоже, чтобы они не возвращались. И кто хотел возвратиться, да, мы им тоже помогли вернуть мирной жизни. И там занимаются компетентными органами, там дальше ведут свою работу. Но те, которые действительно поняли, что это терроризм, экстремизм, мы их тоже используем, снимаем передачи, вот, ну, типа диалога, встречи с молодежью, там молодежь свободно в форме задают им вопросы и разъясняют, что это шайтаны. И параллельно говорим, что те, кто выбрал этот путь, для них нет места на территории Чеченской Республики. Глава Чечни отметил, что родители в ответе за действия своих детей. Чеченская республика ценой жизни сотни тысяч своих граждан добилась установления мира на родной земле. И сегодня в регионе не допустят, чтобы кто-то, прикрываясь верой, пытался расшатать ситуацию в стране. Людям, которые нарушают каноны ислама, традиции и обычаи своего народа, законы страны, нет пощады, заявил Кадыров. Я уверен, большинство, что на все 100% родителей, родственники, близкие родственники знают, где у них сыновья, чем они занимаются, братья их. Они все знают и все знают. На территории нашего региона не должно даже быть запаха международного терроризма, экстремизма. Мы объявили борьбу против них. Еще в 1995 году Ахмад Хаджи объявил против них джихад. И после этого Ахмад Хаджи взрывали, преследовали, обстреливали, и в том числе меня они 3 раза взрывали. И то, что мы говорим, что не должно быть на территории Чеченской Республики ваххабизм, терроризм, это про них говорится, про них там сказано и в Коране,
и хадисах пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это не секрет, это все об этом знают. Зная, что он становится на путь против ислама, против жизни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, этому человеку не должно быть пощады. Он не только не человек, он даже и не шайтан. Поэтому если этих нечисти мы не будем избавлять население, для нас это будет проблема. В регионе работают богословы, которые выявляют экстремистские сайты, а уже на проповедях в мечети доказывают, насколько противоречит религии суждения террористов. Десятки специалистов, в совершенстве владеющие Кораном, круглосуточно ведут работы в интернете, доказывая противоречия между тем, что говорят вербовщики, и тем, что говорит Коран. Это не отделы государственные служащие. Чисто собрали, финансируем с фонда, финансируем, какой-то находы меценат финансирует. И они днем и ночью, 10-15 человек в соцсетях, днем и ночью работают. Доводим достоверные хадисы про них, что сказано, что сделали приближенные Всевышнему, что сделали асхабы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, после пророка даже. Турпал Али, двоюродный брат, что сделал против них, воевал, против Умара воевал, все они воевали против ваххабизма. И они не сегодня появились, и они будут всю жизнь. Поэтому нам они на территории России не нужны. В России нет места шайтанам, заявил Кадыров. Руководству страны необходимо объединиться в борьбе с этим мировым злом. И это не только духовное единение народов, но и патриотическая сплоченность, направленная на сохранение российской культуры. Западные ценности и арабские течения чужды народам России, отметил Кадыров. Мы должны понять, что европейская жизнь нам это не нужна, не подходит культура российских народов. В арабских течениях всякие хавариджи, те же самые ваххабисты, хавариджи сегодняшние, тогдашние, разные хабаши, табли, разные течения, это не связано с религией. Религия это Коран и Сунна, это шариат, тарикат. Поэтому все остальное это для нас новшество. Это нет таких течений, и там написано, знаешь, в Коране, что не должны быть течения разные. Поэтому это течения у нас не должны быть, мы должны от них избавляться. Мы говорим о демократии, о свободе слова, когда мы говорим мусульмане, что и в частности в Москве, Питере, других наших мегаполисах, чтобы не были этих шайтанов, чтобы не разрешали, запрещали в категорическом плане собираться, вести, распространять свои религиозные, так скажем, течения. У нас, на территории Чеченской Республики, в которой большинство проживает мусульман, у нас нет этих явлений. В Чеченской Республике, где подавляющее число граждан исповедует мусульманскую веру, нет места радикальным течениям. Есть ислам, основанный на Коране, Сунне, Тарикате и Шариате, отметил глава Чечни. Тем, кто не согласен с этим, Кадыров предлагает два пути – мирный или силовой. Нагмара Касаева, Тамерлан Нашсункаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости.